Если раны на теле народа зажили, раны в сердце болят все сильней и сильней. Старшуль. Так до мая 1944 года называлось село, которое сейчас носит название Терновка. Это был живописный поселок, укрывшийся в горных лесах под Балаклавой, в котором жили до войны всего 500 семей. И лишь 2 из них были русскими, зато прекрасно говорившими по-крымско-татарски. Об этом сегодня вспоминают Левиза Алиева и Бейе Сеттарова, единственные, кто, родившись именно в этом селе, вернулся сюда после ссылки в Азию. Вспоминать те страшные дни 2 женщинам очень больно. Ком стоит в горле, признаются они. Также больно для Бейе Ханум возвращать в памяти тот день, когда ее нога вновь вступила на родную землю после долгой разлуки. Это было в 1961 году. Тогда она приехала в Крым как турист. Я землю сапала, самолеттан түштім. Тырнап, топырағы чақылар тырнап ағылағанда скорый чағырды. Ну, самолеттағы диардеска деймін, не делер? Нет, дедом, я совершенно здоровая, дедом. Бейе Ханум была депортирована из Крыма 10-летней девчонкой, а Левизе Ханум было тогда всего 5. Поэтому она плохо помнит тот страшный день, 18 мая 44-го. Плохо помнит и додепортационный Старшуль. Зато хорошо сохранился в памяти страшный путь на чужбину. Почти всех крымских татар из Старшуля отправили на Урал. Дожили до конца пути не все. Семье Левизы Алиевой повезло больше других. Никого не пришлось хоронить по дороге. Пароходқа менген соң, баржам, пароход, мен білмеймін. Анам қамыр басып, машинный отделениенің үстіне қамырын қыздырып бізге берді. Біз барып Уралға түштік. А вот Бейе Сеттарова хорошо запомнила переправу через Волгу. Один эпизод крепко-накрепко врезался в память, и до сих пор воспоминания о нем душат горло слезами. Баржада кетеміз, где-то несколько суток кеттік. Açlıq. Menden büyük tatam parmaklarını eme. Anau bala aç deyler. Son bir torba içine alma kurucukları algan anam. O kurucukları ona tutalar. O açlığa dayanamay eken. Bir tane kadın, yaş kadın ana yalı oyladı. O özünü attı suya, balacığını attı suya. O bala mına шынкы көзім өгіне тұра, аблетіп отырады көтісіне. Левиза Алиева вернулась в Старшуль жарким летом 1989 года. Закрепиться здесь крымскому татарину было очень сложно. Тогда Севастополь и его окрестности были закрытой зоной. Біз үй қыдырып жүредік. Мында кесек, мында кетмейжең деді. Запретная зона, үйлер сатылмай. Не еттік, сон бір үйчік таптық. Ифақ үйчік. Көчтік, мында кейін сон колхозда да çalışтық. Біздің по специальности ішке алмадылар. Хотя детсадқа адамда керек еді. Несмотря на все сложности, семья Левизы Ханум закрепилась, вновь укоренилась на земле отцов и дедов. И хотя с этой поры прошло немало лет,
Она до сих пор помнит тот первый день, когда вновь увидела родные горы и леса. Келгенде ағама барып түштік, көк көзге бұл мені кетіргенде, кетіріп дедім, ерге нетіп, ерімізді оперем дедім. О қадар неттік, ағлаштық. Конечно, өзім көйімнен яқшы ері жоқтыр. Қанда барсам, өзім көйімнен яқшы ері жоқ. И не променяли вы ни на какую другую? Нет. Бір ерге денішмедім. А вот Бие Ханум говорит, что ей на родной земле плохо. Бұнда машинадан көшіп келдік. Там грузились. Бұнда выгружали. Как раз аз барым қапыдан, бұл қапыя жақ 500 километра. В дом не заходили. В дом не заходили. Чақылмаледен там спуск чуть-чуть. Біз уянда отырадық. Шынында Чақылмале шығып бақам, и все, қайтам еме. Бұнда хуже болды. Ощущаю все вот боли, все это вот тогда юреміз, кейін yıllarımız, пока аяқларымыз тұтады, қоншыдан бары беріп бүтін еде күннер саба ерте кетедік, ақшам кеш қайтып келеміз. Байырлара шығып құшырам, ой, біздер қайттық деп құшыршып, ағлап күрдік. Ана енді сөндік балалар, енді уақыт келді. Сейчас обе коренные жительницы Старых Шулей на пенсии. Бие Ханум живет в большом доме с мужем Резой Беем, коренастым мужчиной с бесконечно добрыми глазами. У Левизы Апте тоже все хорошо. С ней рядом большая и дружная семья, в которой растут 2 внучат. Но боль прошлого не отступает. Для обеих 18 мая 44-го стал поистине фатальным. Если бы не этот страшный день, они могли бы прожить другую жизнь, более спокойную и благополучную. Вместо этого не засыхающие на глазах слезы. Обида за погубленное детство и молодость. Искалеченные и поломанные судьбы. Как долго, Родина, я ехала к тебе, через слепое детство на чужбине и через юность, равнодушие к судьбе, неверящая прописным святыням, я в путь к тебе отправилась давно, еще в тот день, в 44-м, в мае, когда судьба прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края. Kim var? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Geçin. Sağ olun. Geçin. Hoş geldiniz. Семья Абдувалиевых. Их предки тоже старшульские. Поэтому, решив 25 лет назад вернуться из Азии в Крым, выбрали именно эти прекрасные края. Глава семейства Руслан Бей вспоминает, он, как и многие его отчаянные и бесстрашные ровесники, тогда 30-летние мужчины, прошел тернистый путь возвращения, усеянный далеко не розами. Здесь, на родине предков, все надо было доказывать заново, что ты человек, такой же, как все, что ты профессионал своего дела, что ты не чужак на этой земле, и она принадлежит тебе по праву. Отец у меня здесь родился, и я всегда слышал об отце, и когда живя, и когда это сказали, мне аж вот так.
он всегда, у нас была на веранде карта Крыма, и он всегда мне показывал углом вот эта Терновка, вот это Старошуль, и я родился здесь, и вот я в этом месте, вот в этом селе я родился. И это у меня было в памяти, и всегда я, когда ехал в Крым, я всегда думал, что надеялся, что буду жить в Крыму, и что буду жить в Терновке. И вот Аллах мне помог. Руслан хорошо помнит тот день, когда в первый раз приехал в Старшуль. В этот край, овеянный легендами. В это село, в которое был влюблен заочно и которое, закрывая глаза, представлял. На эту землю, которую любил отчаянно и горько. Это было 2 моего рождения, вот эта вечерняя атмосфера, вот это свежий воздух, вот эти пахучие яблоки, которые, наверное, на весь салон, пока мы ехали, мы все нюхали эти яблоки, боялись его попробовать. Почему? Потому что этот запах проветрится, и не открывая сумку, доехали до Бахсарайского района. Руслан захотел построить в этом месте дом. Большой, просторный и красивый. Но для этого нужен был участок. Его пришлось вырывать зубами. А приехав сюда, здесь стоял пикет. В центре села был пикет, который люди добивались участков. Я вписался в этот пикет, ночевали здесь, пикетировали, требовали, чтобы выделили нам земельный участок. По прошествии полгода нам выделили земельный участок. Вот я здесь получил земельный участок и начал строить. Вопрос, не жалеет ли он о том, что переехал из благополучной реальности в неизвестность, Руслана удивил. Жизни вне своего родного и бесконечно любимого Старшуля я никогда и не жалею, и об этом даже и в мыслях нету. Как это так? Я отдельно от Крыма и отдельно от Терновки, я никак не понимаю. У крымских татар есть такое выражение «омур аркадашлак». В переводе на русский «спутник по жизни». Оно очень точно характеризует супругу Русланбея, Гульнар Ханум. Она его первый помощник, друг и вдохновитель. Гульнар не давала ему опускать руки. «Он просто не имеет на это права», — говорила она ему. Помогала моя жена, потому что она всегда была моей попутчицей, и всегда она меня воодушевляла. Ничего, на Аллаха уповай, и все будет нормально, все будет нормально. И вот с этим я и жил. Руслан Абдувалиев, как настоящий мужчина, сдержан и немногословен. Совсем другой взгляд, эмоциональный, на события 25-летней давности у его жены. Когда Гульнар, тогда еще молодая женщина, 6 сентября 1994 года пришла на почти голый участок, она заплакала. Но это было в первый и последний раз. Ну вот 6 сентября наступило, нам сказали, давайте переезжайте. И вот собрали вещи, там друзья Руслана помогли, приехали. Приехали, а у нас там только монолит закрыт. Ни окон, ни дверей, ни шкатулки, ничего нет. Конечно, было мне очень обидно. А что оставалось здесь? Судьба. Сама захотела выйти замуж за него. Сама. И что, мы зашли. Быстро установил Руслан мне печку. Согрели, что есть. Установили кровати, вот что было у нас. Потом все, он ушел. Он, наверное, за дровами, что ли, пошел. А я села, заплакала я, и потом думаю, что я плачу? У меня такой муж золотой. И все, так вздохнула, и все, и пошло после этого. Он принес дрова, Гуля говорит, ну что теперь, говорит, будем начинать все сначала. Мы говорит, путь выбрали, теперь будем дальше продолжать нашу жизнь. И вот на этом и пошло что. 2 года молодая семья жила в одной комнате. Потом достроили вторую. 4 года жили без света и воды. Газ появился только 6 лет назад, но к проблемам относились легко, не драматизировали. Зато сейчас они живут в том доме, о котором мечтали. И воды же не было. Как я стирала, это Аллах были. Дети 3 маленьких. И соседи Гуля говорит, Гульнара говорит,
я вот смотрю, говорит, у тебя 3 детей, воды нет, говорит, а у тебя белье, говорит, белое. Я говорю, ну как, вот так вот стираешь ты это? Это не просто слова. Когда Гульнар показывала нам комнату, с которой все начиналось, она вспоминала, как с огромным животом на 9-м месяце беременности, почти на сносях, помогала мужу строить дом и не чуралась никакой работой. Я вот с таким животом по сейсмопоясу ходила. Я еще подавала ему арматуру, подавала, доску подавала, кирпичи подавала. И вот с таким животом я в лес ходила за дровами. Выстоять помогала не только молодость и надежда. Главное – любовь и понимание, и поддержка любимого мужа. И вообще, уверена она, когда знаешь зачем, преодолеешь любые «как». А у вас вот в эти минуты какие-то отчаяния были вот за эти 20 лет, что вы вместе вот там? Нет. Лиля, вот честно, вот Аллах вас опеде, я очень счастлива. Вот. Я даже детям говорю, что такая же судьба, чтобы у них была. Гульнар Абдувелиева признается, она живет по принципу «жизнь не для того, чтобы ждать, пока кончится ливень. Она для того, чтобы научиться танцевать под дождем». Супруги Абдувелиевы не ропщут на судьбу, ценят и любят то, что имеют. За 25 лет жизни в Старшуле у них родилось 3 детей. И теперь они, наполненные любовью к родному дому с молоком матери, тоже уже не мыслят своей жизни вне Старшуля и не променяют эту землю ни на какую другую. Друзья семьи Абдувалиевых, семья Сеидалиевых, живет в другом конце села. Они в Старшуль перебрались тоже 25 лет назад. Здесь, в этих краях, жили их предки. Их история похожа на сотни других, тех 20-летних, 30-летних, бабушки и дедушки которых в мае 44-го были высланы из Крыма. Рустем признается, было ой как несладко. Когда мы приехали сюда, здесь фактически для нас не было ничего. Мы в пикетах стояли, выбивали себе участки, добивали себе участков. Нам вот участки давали в таких местах, ну, скажем так, не очень пригодных для жилья. Но наши предки, в принципе, они и строились всегда на горах, чтобы в полезных местах что-то посадить, что-то с этого получить. И вот с тех пор как бы своими силами никто, в принципе, помощь такой большой мы ниоткуда не видели. Все своими силами вот строимся, живем, семьи поднимаем. Но о своем решении жить в этих краях он не пожалел ни разу. Нравится одна сторона, и вторая сторона чисто душевно. То, что, понимаешь, когда-то жили здесь наши деды, прадеды, поэтому... Это нам сила, да, наверное? Конечно, конечно, конечно. Благодаря этому мы до сих пор, может быть, и выкарабкиваемся со всех этих... Помощью. Да, да, помощь, духовная помощь, конечно, это сильная вещь, да. Не жалеет о своем решении и супруга Рустембея, Сусана Ханум. Ее бабушка с детства привила ей любовь к этим местам. Поэтому, еще живя в Узбекистане, она полюбила их неистово и беззаветно. У меня бабушка всю жизнь хотела здесь жить, вернуться к себе на родину. И по ее словам я уже представляла тут жизнь, как она живет, как было. Потому что она тут каждую тропинку знала. Мы даже когда сюда приехали, она у меня машину водила, биташка. И когда мы ездили по Крыму, и даже по деревне, она мне рассказывала, здесь вот такая улица, здесь эти жили, здесь вот эти. И она всегда пела. И вот мы с ней вот куда бы ни ехали, всегда пели, особенно наши национальные песни. Вот. И я не знаю, ни грамм. Вот мне некоторые говорят, вот не жалеешь, вы бросили, уехали, жили хорошо. Вообще не жалею. Я рада, что мы сюда приехали, что дети у меня тут родились, вот сын родился тут, внук уже тут родился. Вообще не жалею, конечно. 7 ayıdır
bu hastalık. Ah mendene gitmez aleyim. Doktorların ilacıları fayda da vermez anayım. Ни один из героев этого фильма не пожалел о своем решении вернуться на эту благословенную землю, в Старшуль. И им искренне веришь. Все они рассуждали о некоем феномене крымских татар. Они, все как один, вылетали из благополучной, комфортной жизни и летели, словно мотыльки, на огонь, на такую желанную родину, неизвестную, казалось, не ждавшую их, забывшую о прошлом, знакомую только по рассказам родителей, бабушек и дедушек. Были и те, кто сгорал на этом огне, не пережив трудности первых лет возвращения, но те, кто их пережил, остался здесь навсегда и покидать эту землю не собираются. Как пахнет родина, сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка, сосновой веткой, горечью полынной или разлукой в сердце погребенной, овечьим сыром, кофе ароматом, разлитым звонко в тоненькие чашки, дохчаем, миндалем, душистой мятой, сегодняшнюю явью, сном вчерашним, или жгучим криком чайки одинокой, или четырдага высотою снежной, старинной песни музыкой далекой. Нет, пахнет моя родина надеждой.